И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Укшара, в студии Алиса Шамба. Сегодня в программе. Просветители рода Шакрыл в истории Абхазии. Фотовыставка к 90-летию Тамары Шакрыл. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Актуальный репортаж программы. Харахаруари Хабы. Заканчиваются съемки третьей части проекта. В начале выпуска о кадровых назначениях. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначениях министров Республики Абхазия. Министром труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия назначен Руслан Аджба. Министром культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия назначена Эльвира Арсалия. Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия назначен Лев Квициния. Министром обороны Республики Абхазия назначен генерал армии Мираб Кишмария. Министром по курортам и туризму Республики Абхазия назначен Автандил Гардский. Президент Рауль Хаджимба и премьер-министр Беслан Барцец посетили село Нижняя Шира Сухумского района, где идут восстановительные работы по устранению последствий стихии. Глава государства проинспектировал ход берегоукрепительных и иных инженерных работ у реки Ядырта. Специалисты осмотрели устье реки и выявили необходимость проведения укрепительных работ и изменения русла реки. Сотрудниками госпредприятия «Абхазберегозащита» русло реки было очищено. Проложен новый канал в стороне от домов. Во избежание повторения обвалов был засыпан берег и проведены необходимые берегоукрепительные работы. Кроме того, Управление капитального строительства проводит работы по восстановлению поврежденного стихией водопровода. Положено более 800 метров новых труб, и в течение пары дней водоснабжение будет полностью восстановлено. Также ведется работа по восстановлению крыши одного из многоэтажных домов, снесенной в ночь стихии сильными порывами ветра. Фотовыставка «Просветители рода Шакрыл в истории Абхазии» открылась в Сухуми в Государственном музее. На ней представлены 107 фотографий. Личность известного ученого, правозащитницы и активистки национально-освободительного движения Тамары Платоновны Шакрыл была представлена в контексте развития истории нашей страны и той роли, которую сыграла в ней вся семья Шакрыл. Фотовыставка проводится в рамках мероприятий, посвященных 90-летию Тамары Шакрыл. В открытии экспозиции принял участие президент Рауль Хаджимба. Репортаж «Белый Кварчи». Еще до официального открытия фотовыставки у здания Государственного музея стали собираться люди. Ученые, творческая интеллигенция, молодежь пришли ознакомиться с ранее неизвестными снимками Тамары Шакрыл и членов ее семьи. На экспозиции представлено 107 фотографий. На них, кроме Тамары Платоновны, запечатлены ее отец и дед, ее сестры, племянники. По словам организаторов, важно было отразить не только жизнь и судьбу Тамары Платоновны, но и истоки формирования ее личности. Этими истоками, без сомнения, была ее семья, ее род и те традиции, которых они придерживались. На выставке в основном представлены фотографии из семейного альбома Шакрыл. Многие из них публика увидит впервые. Каждый снимок говорящий. Вот фото Константина Шакрыл, автора первого учебника абхазского языка для средней школы. Практически на каждом снимке он в окружении видных ученых и общественных деятелей страны. Замечательная личность в этой галерее – Соус Шакрыл, дед Тамары Платоновны, простой крестьянин, понимавший всю ценность образования. Отец Платона, Константина, Александра, Григория и Дуба. Это гениальный человек в моем понимании, потому что в то время крестьянин из села Лохно всем своим детям дал образование. Вторая фотография – это, конечно, фотография, которая была снята в Нальчике в 1989 году. По нашему мнению, одной из самых важных фотографий на этой выставке является вот фотография Тамары Платоновны, снятая в Нальчике в довоенное время, в 1989 году, на стадионе, когда формировался Конгресс горских народов Кавказа. Удивительно, что мы не смогли найти больше фотографий, где она выступает. На самом деле ее основная деятельность, помимо научной, была как раз посвящена, ее жизнь была посвящена национально-освободительному движению. Очень мало фотографий.
Здесь и детские фотографии Тамары Платоновны, и фото, отражающие все обаяние ее молодости, и снимки зрелых лет. На них безошибочно угадываются и характер, и сила духа, присущие этой женщине. Многие из тех, кто пришел на выставку, лично знали Тамару Платоновну, были коллегами и единомышленниками. Тамара Шакрыл была уникальна во всем, и как личность, и как ученый. Беззаветно преданная интересам своего народа, она совершала поступки, требующие завидного мужества. Говорить о Тамаре Платоновне невозможно, и понять ее невозможно вне контекста ее семьи. Она является частью этой большой семьи, то есть это судьба семьи. Она сама говорила, мы выросли в этой среде, с этой болью. Увидев детские фотографии, много детских фотографий Тамары Платоновны, вы можете обнаружить, что в ее глазах всегда есть боль. Она ответила на такой вопрос: роль личности в истории. И она сказала такую вещь, что личность формирует народ. Это народ такой, поэтому у народа появляются вот такие личности. Она-то говорила это про Владислава и подобных ему, но это касается ее. Было ощущение, что она знает какую-то очень большую истину, большую правду. И она всегда верила, что все можно решить. Нет проблем, которые нельзя решить. И она была, говорят же, один в поле не воин. Вот она была один в поле воин. Очень часто она оказывалась одна. Даже бывало, что основная масса народа ее не поддерживала. То есть она верила в победу, и она побеждала. Она победитель. Фотовыставку посетил президент Рауль Хаджимба. В своем выступлении он отметил, что Тамара Шакрыл – яркий пример человека с высшими духовными идеалами. «Все мы в долгу перед ней», – отметил президент. На открытии выставки выступили также ученые и представители рода Шакрыл. Спасибо каждому, кто сегодня пришел сюда вместе с нами посмотреть в эти наши родные лица. Знаете, вот на этой выставке, мне кажется, видна вся история нашей страны. Вот такой энтузиазм, который был в 20-х, когда они строили свою национальную школу, когда создавали новую терминологию, когда расширяли функции родного языка, который фактически был только языком домашнего внутреннего употребления. Это тяжелые 30-е, когда мы теряли своих близких по наветам не очень доброжелательных людей. Это 40-е, когда фактически подросшее поколение все было призвано и утеряно для нашей страны. И иллюстрация этого судьба Варламова. Это 50-е, когда уже невозможно было терпеть. И вот эта гражданская позиция, как мы сегодня говорим, очень четко проявилась в наших тетях и дедушках. Не боялись они ничего. Они открыто говорили о том, что их волновало, что волновало их народ. Тамара Шакрыл оставила заметный след в истории Абхазии, ярко и сильно выразив себя и как ученый, и как борец за права своего народа. Фотовыставка, посвященная 90-летию Тамары Шакрыл, завершится в конце сентября. Балакварча, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба провел рабочее совещание по вопросу организации выборов в Государственную Думу Российской Федерации на территории Республики Абхазия. Президент отметил, что выборы должны быть проведены на должном уровне и в соответствии с законами, сообщает пресс-служба главы государства. Рауль Хаджимба особо подчеркнул необходимость обеспечения безопасности как во время подготовки к выборам в Государственную Думу России, так и непосредственно в день выборов. При этом глава государства отметил, что в республике уже есть опыт организации подобных мероприятий. Распоряжением президента создана комиссия для проведения комплексной проверки Ритинского реликтового национального парка, руб комплексного Афонская пещера и других объектов туристического назначения. Возглавил комиссию заместитель руководителя администрации президента Адгур Лушба. Основной целью комиссии являются контрольные мероприятия по изучению деятельности объектов туристических посещений, говорится в сообщении пресс-службы президента. С 26 по 28 августа в Абхазии будут проходить Дни России. В рамках мероприятия 26 августа в 10 утра проводится мастер-класс колокольной музыки при участии звонарей России в Сухумском кафедральном соборе.
В 11 часов в Доме Москвы откроется выставка детского рисунка «Душа России». Там же в 11:15 начнется конференция по развитию паломничества и религиозного туризма в Абхазии. В 18 часов в Абхаз-драмтеатре состоится гала-концерт и церемония открытия Дней России в Абхазии, в котором выступит хор девочек «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, капелла Ярославия, Государственный театр танца Карачаева-Черкесии, ансамбль «Чегемский водопад» из Кабардино-Балкарии, Кубанский казачий хор и ансамбль «Кавказ». 27 и 28 августа часть коллективов выступит в Ткварчале, Гудауте и Пицунде. В 2011 году компания «Аквафон» поддержала идею создания музыкального фильма «Харахаруари Хабон», посвященного памяти президента Абхазии Владислава Ардзинова. Первый сотовый оператор «Аквафон» выступает генеральным спонсором проекта. Премьера третьей части фильма состоится уже в сентябре. Репортаж Ренаты Шакая. Проект «Песни нашей Победы» посвящен самой глубокой теме Отечественной войне народа Абхазии, что придает ему особую объединяющую силу. Каждая песня, вошедшая в этот проект, имеет свою историю. Она хранится в памяти народа, потому что исполняется героями, участниками тех событий и их потомками. Именно на это были сделаны акценты в первой и второй частях фильма. Кроме того, во вторую часть проекта вошла уникальная военная хроника, снятая на передовой Восточного фронта. В ходе съемок была произведена обработка 12 песен, исполнявшихся во время войны бойцами Восточного фронта. В каждой из них были созданы музыкальные клипы. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Полностью репортаж Ренаты Шакая смотрите сразу после новостей в рубрике «Амши-Кушара плюс». Новый учебный год не за горами. Родители вместе с детьми активно готовятся к школе. Какая сумма сегодня нужна, чтобы собрать одного ребенка в школу? Как проходит процесс подготовки? Сколько стоят учебники? Как школы готовы к учебному году? На все эти вопросы мы постараемся ответить в цикле специальных репортажей программы. Сейчас смотрите первый из них. Во что и за сколько мы одеваем своих детей, собирая их в школу? На Сухумском центральном рынке не протолкнуться. До начала учебного года осталось совсем чуть-чуть, и за это время необходимо успеть все купить. Кто-то из родителей примеряет детям обувь, другие же сорочки, пиджаки. Одеть ребенка к школе сюда приезжают со всех районов страны. Проблем нету с выбором, немножко дороговато. В прошлом году, например, в пределах 40 тысяч на двоих, а то и больше. Мы только начали сейчас, еще пока я не считал. Дороже будет, просто мы в прошлом году больше покупали. Что-то нам портфель, там все это не нужно покупать. Я думаю, что в этом году дороже. Сегодня, чтобы собрать одного ребенка в школу, родителям необходимо как минимум 25 тысяч рублей. Блузки, пиджаки, жилеты, юбки, сарафаны, обувь, портфели – это лишь малая часть того, что нужно ребенку к 1 сентября. Найти все это сейчас не составит большого труда. Прилавки магазинов и рыночных рядов буквально завалены одеждой. Цены здесь в основном зависят от качества. Например, этот портфель может стоить 5 тысяч, а этот всего 1,5. Разница, говорят продавцы, не только в цене, но и в качестве. Ортопедические рюкзаки, представленные в нашем магазине, лицензионные. То есть они все прошли сертификацию. Есть санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности материалов, применяемых для производства данных рюкзаков. И рюкзачок ортопедический отличается от классического тем, что у него жесткая ортопедическая спинка, накладочки, светоотражающие элементы, удобные отделы, что для ребенка очень важно, удобные лямочки и возможность регулировки лямочек по спине ребеночка. Рассчитан он в среднем на 2-3 года. Эти рюкзаки не столь функциональны и полезны, как именно ортопедические рюкзаки. Все равно они не выдерживают ту нагрузку, которая должна быть.
Не секрет, что бюджет у каждой семьи разный. Кто-то может себе позволить потратить на одного ребенка 30 тысяч рублей, а кто-то вынужден одеть троих на эту сумму. Для родителей, конечно, важно, чтобы покупка понравилась ребенку, но главное, чтобы вещи были более или менее качественные и безопасные. Я в этом году собираю дочку во 2 класс. Очень немаловажно, чтобы хороший был рюкзак, портфель, потому что чтобы помещались вещи, и спинка была ортопедическая, потому что ребенок носит на себе тяжести, как у нас сейчас вот заметно. И очень важно, чтобы он был практичный, качественный. Один у вас ребенок? Нет, у меня их 3, но в школе учатся 2. Конечно, дорого. И вот я сейчас смотрю, договориться с продавцами практически нельзя. Уступок нет особенно. Кстати, качество школьной формы определяет Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. Именно эта организация проверяет магазины и все точки продажи школьной формы. В соответствии с планом проверок на первый квартал 2016 года госстандартом были проведены инспекционные проверки в 23 торговых точках. Основной проблемой является отсутствие сертификатов, что гарантировало бы качество и безопасность именно детской одежды. Основными импортерами, в принципе, являются Российская Федерация и Турция. В Российской Федерации все вопросы качества регулируются техническим регламентом Таможенного союза. Это как бы является сводом стандартов ГОСТов. Именно в Республике Абхазия мы базируемся этими стандартами. Сегодня многие школы активно сотрудничают с магазинами. В особенности это удобно, если в школе единая форма одежды. Например, в этом магазине продают форму для Сухумской 4-й школы. Здесь можно сразу приобрести и пиджаки, и рубашки, и даже обувь. Но если говорить лишь о форме, родителям на одного ребенка она обходится как минимум в 4000. Позвонили, спросили, зная, что у нас магазин, сможем ли мы на 4-ю школу помочь им на 4-ю школу, сшить или привезти форму школьную. Мы обсудили этот вопрос и дали свое заключение. То есть да, мы сможем, и они нам дали свой заказ, мы дали им каталоги, они выбирали. Более 30 видов там было, то есть они выбрали, это не наша прихоть, мы выполнили их заказ, то есть они были заказчики, мы исполнители. Есть вот сопровождающие документы, они у нас на стене, любой родитель может ознакомиться с качеством и составом этой продукции. Конечно, не вся форма на детей такая дорогая, приобрести ее можно и за меньшую цену. Самое главное, на что родителям надо обращать внимание при покупке, это на состав материала. Чтобы детская одежда была безопасной и качественной, в ней должно быть более 80% натурального волокна. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Поиски 4 россиян, жителей Москвы, увенчались успехом, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Семья Кравчук 8 августа вышла из села Ачандара и направилась в село Псхо. Однако по дороге путешественники заблудились. Спасатели МЧС Абхазии искали туристов в течение 3 дней, в том числе и с привлечением авиации. После нескольких дней пребывания в горах туристы все-таки дошли до села Псхо, откуда были вывезены спасателями. По поводу отсутствия туристов стала беспокоиться абхазская семья, в которой они остановились до того, как отправились в горы. Они знали, что у москвичей был обратный билет на 17 августа, и когда те не вернулись обратно, обратились в МЧС. МОП «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами на головных сооружениях насосной станции в Учхоте 24 августа с часу ночи до 22 часов будет прекращена подача питьевой воды в центральной части города, районах Виема, Маяка, Нагорной части города, Старом поселке, Нижней Эшере. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без остатков. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем 31-33 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.